Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Причины прощения грехов. Продолжаем наши уроки, лекции. И как повтор темы, последние причины, которые мы с вами изучали, это рахматуль хайван, это милость человека по отношению к животным. И мы с вами прочитали два хадиса. Первый хадис в сборнике имама Аль-Бухари от Абу Хурайра, ради Аллаху анху. И второй хадис в сборниках Бухари и Муслима, тоже от Абу Хурайра, ради Аллаху анху, что оба они связаны как раз вот с этой темой. Это милосердие, милость по отношению к животным. В первом хадисе говорится про женщину, распутную женщину, которая увидела собаку возле колодца. И эта собака яльхаф пишется, что вытянув язык, уже практически собака умирала от жажды. И жажда убивала эту собаку, как говорится в хадисе, и она кусочком своего платья или там одеяния, она сняла обувь и спустила обувь туда, к воде, и достала воду и напоила эту собаку, тем самым, как бы, получается, спасла собаке жизнь. Фагуфира ляха бидалик, и Аллах в знак благодарности ей за это, Аллах простил ее грехи. То есть наставил ее сердце на путь истинный, простил ей грехи. То есть Аллах, получается, исправил ее положение, исправил всю ее жизнь и простил ей грехи. И во втором хадисе говорится про мужчину, который спустился, увидев собаку, которая умирала от жажды. Она прямо лизала языком песок, который был возле колодца, и он понял, что собака умрет без воды. Он спустился туда, вниз, снял свою обувь, вот так зубами взял в рот, потому что ему надо было обратно подниматься, да? И вот он поднял эту воду, напоил эту собаку, фашакараллаху ляху, и Аллах отблагодарил ему, фагафара ляху, и простил ему грехи, фаадхаляху джанна, и за это Аллах ввел его в райские сады. И вот если милосердие к животным, вот какой-то собаке, если за это Аллах Тааля так отблагодарил, да, за то, что они какую-то собаку спасли, то невозможно представить, какова же будет благодарность Аллаха по отношению к своему рабу, если он спас там жизнь человека. Так ведь? Потому что невозможно сравнить на чашу весов, невозможно поставить жизнь собаки и человека. Поэтому если кто-то был причиной того, что человек спасся, да, человек не умер, он там помог ему, спас его жизнь, альхамдулилля, Аллах Тааля, милость Аллаха безгранична. И дуа ус-салихин, также мы с вами говорили хадис про Уэйс, то есть это праведный человек из числа табигинов, из числа сахабов, но который не смог увидеть пророка, саллаллаху алейхи салям. Он жил во время пророка, пророк его знал, но он не смог увидеть по той причине, что ухаживал за своей больной матерью, пожилой матерью. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, призвал сподвижников, чтобы они нашли этого человека. Умар ибн Хаттаб искал этого человека, и чтобы попросил Уэйса, чтобы Уэйс попросил за него истигфар у Аллаха. То есть обратился к Аллаху и попросил, чтобы Аллах простил грехи Умара. Вот невозможно представить, как Умар ибн Хаттаб, да, машаллах, один из самых приближенных сподвижников пророка, саллаллаху алейхи салям, он
искал, казалось бы, какого-то Увейса, да, хотя он сам Умар ибн Хаттаб, да, но посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: попросите его, чтобы он попросил за вас прощения. И очень много людей после того, как увидели Умара, что он просил у него прощения, попросил, чтобы тот попросил за него прощения, и во время хаджа он обращался к людям: а вы видели вот такого-то, такого-то? Да, они прямо искали, но он всегда куда-то уходил, куда-то прятался. Ну, не хотел вот этого. То есть, получается, был скромным и таким богобоязненным. И сухбату закирин, сегодняшняя тема, это, по-моему, мы еще не начинали, да? Сухбату закирин, то есть это время провождения, всегда находиться рядом с теми, которые поминают Аллаха. Про это мы еще говорили, нет? Абу Хурайра. Хадис передает нам имам Бухари и Муслим от Абу Хурайра, радиаллаху анху, пусть Аллах будет доволен им, пусть Аллах будет доволен матерью Абу Хурайра, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна лилляхи табарака ва та'аля малаика». Воистину, у Аллаха есть ангелы сайяра, то есть это ангелы, которые, это достойные ангелы, которые передвигаются по этой земле. Они передвигаются по этой земле, ябтагуна маджалис ад-зикр, и они ищут те собрания людей, где поминается имя Аллаха. То есть получается, у Аллаха есть, можно сказать, специальные, даже сказать, ангелы, которые передвигаются, то есть летают над землей и ищут те дома, те мечети, те, может быть, мадраса, те собрания, где мусульмане, они собираются, чтобы поминать Аллаха. Не гайбатом заниматься, не коммерцией, да, это другое, это другое. Они собираются только ради поминания Аллаха. То есть Коран читают, может быть, какой-то урок. Будем надеяться, что это один из этих маджлисов, да, будем надеяться, иншаллах, и будем надеяться, что над нами, иншаллах, будут пребывать ангелы. И вот ябтагуна маджалис ад-зикр, они ищут собрание, где поминается Аллах, зикра. Фаида ваджаду маджлисан, и когда кто-либо из них, какой-либо ангел, находит это собрание, а в другом хадисе говорится, что он начинает звать других. То есть он увидел, что вот здесь группа мусульман, они собрались и поминают Аллаха, он начинает других призывать. Вот я нашел, давайте все сюда, да? И они начинают усаживаться с ними. То есть так же, как вот мы, мусульмане, собираемся, каждый находит свое место, да, они начинают также усаживаться вместе с ними, садиться. И вот они начинают закрывать друг друга крыльями и начинают заполнять вот это пространство между землей и небом. То есть если мы, люди, собираемся вот так, то есть на нас действует сила притяжения Земли, да, мы кто-то слева, кто-то справа, кто-то спереди, они начинают вот так заполнять расстояние между небом и землей до тех пор, пока они доберутся до небес. Вот поэтому их так много, они собираются. Фаида тафарраку, и когда рабы Аллаха начинают расходиться, то есть маджлис, собрание закончено, они начинают подниматься на небо, потому что они спускаются с небес, и они начинают васаиду иля сама, они начинают подниматься на небо. Фаясалюхумуллаху азза ва джаль ва хуа а'лям. И Аллах начинает расспрашивать их, спрашивать у них, хотя мы знаем, Аллах знающий, Аллах знает, где они были, Аллах знает, с кем они были, Аллах знающий, алим, так ведь? Но Он спрашивает у них: «Мин айна джитум», вы откуда пришли? Где вы были? Хотя мы знаем, что Аллах знает, где они были. Так ведь? Откуда вы пришли? Фаякулун, и они скажут, и они говорят: «Джитна мин индир айбадика фил арды». Мы пришли от твоих рабов, которые находятся на земле, то есть от людей, мы были возле них, которые юсаббихунака,
которые говорят тебе тасбих, восхваляют тебя. Ваюкаббирунака, которые говорят Аллаху Акбар. То есть это и есть зикр, так ведь? Которые возвеличивают тебя. Ваюхаллилунака. То есть юхаллилун, то есть говорят тахлиль, говорят ла иляха илляллах, единобожие Аллаха. Ваюхаммидунака, которые говорят тебе хамд, то есть хвала, восхваляют Аллаха. Говорят альхамдулилля. Ваясалунака, и которые просят у тебя что-то. Обычно мусульмане, когда собираются, все равно они что-нибудь у Аллаха просят. Так ведь? Ваясалунака. И тогда Аллах Тааля спрашивает у них: «Фама ясалуни». И что они у меня спрашивают? И что они у меня просят? Что? Хотя Аллах знает, что рабы спрашивают у него. Они говорят, ангелы отвечают: «Ясалунака джаннатака». Они просят у тебя твой рай, твоего рая. То есть просят, чтобы ты одарил их раем. И тогда Аллах Тааля спрашивает у них, «Вахаль рау джаннати», а они видели мой рай. То есть мусульмане собираются и просят у Аллаха рай. Машаллах. Мы просим у Аллаха рай. Но кто из нас видел рай? А? Мы просим, и во время суджуда, и во время намаза, и после намаза. И когда мы собираемся, мы просим все время у Аллаха рай. Аллах, дай нам рай. Аллах, одари нас раем. Да? И вот Аллах спрашивает: а что они у меня просят? Ангелы говорят: они у тебя просят рай, чтобы ты одарил их раем. И Аллах Тааля спрашивает у них: а они разве видели мой рай? Вот никто не видел рай, но все просят рай. Потому что мы уверовали в Аллаха, мы уверовали в Его райские сады, как будто мы своими глазами это видели. Так ведь? Поэтому мы просим у Аллаха рай. И Аллах Тааля спрашивает: а разве они видели мой рай? «Калу ля я раб». И они говорят: нет, о наш Господь. Нет, никто из них не видел рая. «Каля». И тогда Аллах Тааля говорит: «Ва кейфа лау раау джаннати». «Ва кейфа лау раау джаннати». А что было бы, если бы они видели мой рай? То есть вот мусульмане просят рай, кто-то плачет, да, в слезах, искренне просит у Аллаха рай, но никто не видел этого рая. И вот Аллах Тааля говорит: а что было бы, если бы они своими глазами увидели рай? Вот в этом риваяте, вот в этом, да, не говорится, как они ответили на этот вопрос. Но в другом риваяте говорится, что ангелы ответили ему: о Аллах, если бы они своими глазами увидели рай, то их стремление к раю и просьба о рае были бы намного больше. Потому что если бы кто-либо своими глазами увидел эти райские сады, да, райские дома, райские реки и все остальное, то, что Аллах Тааля приготовил, да, нам в раю, конечно, мусульмане, они больше бы стремились к раю и больше бы у Аллаха просили этого рая. Но в этом риваяте ответа нет. В другом риваяте есть. И Аллах Тааля продолжает спрашивать: «Калу ваястаджирунака». И они просят твоей защиты, чтобы ты защитил их. И Аллах Тааля спрашивает у них: от чего? От чего они просят у меня, чтобы я их защитил? «Калу мин нарика я раб». И ангелы отвечают: они просят твоей защиты от твоего ада, от твоего огня. Потому что мусульмане наравне с тем, что мы просим у Аллаха рая, мы просим, чтобы Аллах защитил нас от ада. Так ведь? Мы просим, чтобы Аллах: о Аллах, защити нас от ада. Аллахумма, если мы говорим «инна нас'алука аль-джанна», воистину, Аллах, мы просим у тебя рай, мы говорим «ва на'уду бика минан нар», и мы ищем защиты у тебя от твоего огня, потому что только Аллах может защитить от своего огня. И поэтому Аллах спрашивает: от чего они просят моей защиты? И ангелы отвечают: от твоего ада, о наш Господь. И тогда Аллах Тааля спрашивает у них: «Вахаль рау нари». А кто-либо из них видел мой ад? Кто из них видел ад? Никто из нас своими глазами не видел, какой он ад, какое оно страшное пламя ада. Вот это бездна, вот это страшное, да? Мы не видели этого. И Аллах сохласын,
в этой жизни мы не сможем увидеть это. И тогда они отвечают: нет, он наш Господь, ля я раб. И тогда Аллах Тааля спрашивает: факайфа лау рау нари. И что было бы, если бы они увидели мой ад своими глазами? И вот также в этом хадисе, риваяте, нет ответа. Но в другом хадисе приходит ответ, где ангелы говорят: о Аллах, если бы они своими глазами увидели джаханнам, вот это адское пламя, да, они больше просили бы у Аллаха у тебя защиты и больше создавали бы причины, чтобы не попасть туда. То есть больше убегали бы от ада. И тогда они, ангелы, продолжают: «Калю ва ястагфирунак». О Аллах, они просят у тебя прощения. Они просят у тебя прощения. Вот каждый раз, когда мы обращаемся к Аллаху, дорогие братья, особое место в каждом обращении, каждый дуа нужно уделять истигфару, просьбе о прощении. Вот это очень важно. Иногда, когда мы начинаем у Аллаха что-то просить, да, мы просим, чтобы Аллах Тааля нам помог в чем-то, да, кто-то просит праведную жену, кто-то просит праведных детей, кто-то просит там баракатное имущество, ризк. Все это хорошо, все это прекрасно, все мы должны просить у Аллаха. Но особое место нужно уделять просьбе о прощении. Потому что если Аллах простит нам наши грехи, вот все остальное Он сам нам даст. Потому что между милостью Аллаха, между Его благами, дарами, между Его щедростью и между рабом встают что? Встают наши грехи. Наши грехи являются преградой, которая мешает вот этой милости, вот этой щедрости Аллаха, вот между этими благами, наши грехи мешают, чтобы они дошли до нас. Получается, если этих грехов не будет, если вот так убрать эти камни, да, эти камни, вот эти заборы железные, бетонные заборы, если убрать, то то, что должно было нас найти, оно найдет нас. Поэтому Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, когда не было дождя, он собрал весь народ, он был халифом, и они вышли на равнину, в пустыню, и когда пришло время просить у Аллаха дождь, он ни одного слова не сказал про дождь. Он ни разу не попросил у Аллаха дождя. Вот зачем люди вышли? Зачем он всех собрал? Да? Вот это называется салятуль истисқа. Это называется молитва, просьба прощения, просьба дождя. То есть, чтобы Аллах напоил их дождем. Но он ни разу, ни одного слова не сказал про дождь. Он обратился к Аллаху и начал просить прощения. О Аллах, прости нас. О Аллах, только Ты можешь прощать. Аллах, Ты прощающий, прости нам наши грехи. Мы грешники, мы такие, мы такие. И он просил прощения. И они все пошли по домам. И Аллах Тааля дал им такой баракатный дождь. Аллах Тааля отправил на них ливень, машаллах. Все радовались. И некоторые люди пришли к Умару и сказали: о амируль му'минин, вот мы пошли все просить у Аллаха дождя, а ты ни разу не спросил у Аллаха дождя. И Аллах одарил нас дождем. На что Умар ибн Хаттаб сказал: я попросил у Аллаха то, что притягивает к нам дождь. И прочитал аят сурату Нух: «Факульту стагфиру раббакум, иннаху кана гаффара, юрсилис самаа алейкум мидрара». И я сказал им, то есть Аллах Тааля приводит слова Нуха алейхиссалям, и я сказал своему народу: «Истагфиру раббакум», просите у вашего Господа прощения, воистину Он был прощающим, и тогда, если Он простит вам ваши грехи, юрсилис самаа алейкум мидрара, то есть Аллах не спошлет на вас обильные дожди с небес, то есть если простит грехи. Поэтому очень важно уделять особое внимание. Иногда можете другие вещи просто оставить. Попросите у Аллаха прощения. И все, что должно было, оно придет, иншаллах. Но иногда вот мы просим это, то, у нас так много всяких вещей, да, и мы забываем попросить у Аллаха прощения. А это самое важное.
Даже когда мы за наших усопших братьев, за наших родителей просим, да, вот в первую очередь просите прощения. Истигфар, истигфар. О Аллах, прости моему отцу это имя, прости грехи, прости моему брату грехи. Вот самое важное. Если Аллах простит, все остальное оно будет, иншаллах. Оно все придет. И вот здесь возвращаемся к хадису. И они просят у тебя прощения. Просят у тебя прощения. И тогда Аллах Тааля говорит: я простил им грехи. И в другом риваяте говорится: будьте свидетелями. То есть Аллах призывает ангелов быть свидетелями. Я простил им грехи. Я простил им грехи. И тогда и я дал им то. Аллах говорит: я дал им то, что они меня просили. То есть что они просили? Рай. Я дал им рай. Что они просили? Они просили моей защиты от огня. Я защитил их от огня. И вот как раз и я дал им то, что они у меня просили, и я защитил их от того, от чего они просили моей защиты. И тогда ангелы говорят: Я Рабби, о наш Господь, фихим абдун хаттаун. То есть среди них есть человек, то есть он пришел не поминать Аллаха, он пришел по своим делам. Он пришел на это собрание не со всеми просить у Аллаха дуа, поминать Аллаха, восхвалять Аллаха, так же, как, чем заняты другие. Да? Может быть, он пришел встретить кого-то, может, он там деньги должен был, да? Вот я его сейчас увижу, там я его найду, попрошу. То есть он не пришел восхвалять Аллаха, он не пришел поминать Аллаха, он не пришел просить у Аллаха прощения. Он просто вот так случайно по своим делам оказался, да, среди них. И когда Аллах Тааля сказал: я всем простил грехи, один ангел, ангелы говорят: о Аллах, там же есть вот этот человек случайно попал туда. Ты и ему простишь грехи, вот в таком значении, да? И иннама марра фаджаласа маахум. То есть он просто проходил и сел рядом с ними. И тогда Аллах Тааля говорит: валяху гафарту. Я ему простил грехи. Я даже этому человеку простил грехи. Хумул каум ла яшха бихим джалисухум. Вот этот народ, который поминает Аллаха, который восхваляет Аллаха, который просит у Аллаха, да? Ла яшха бихим джалисухум. Даже тот, который просто сидит с ними, он не останется несчастным. То есть он не останется без удела. Аллах даже его простит. Вот, альхамдулилля, вот это милость Аллаха. За то, что этот человек оказался с ними, Аллах даже ему простит грехи. Это милость Аллаха. Этот хадис в сборнике имама Бухари и Муслима. Вот получается сухбату закирин, когда ты находишься рядом с теми, которые поминают Аллаха. Ты находишься рядом с теми, которые восхваляют Аллаха, которые просят у Аллаха прощения, вот даже за то, что ты рядом с ними, и за это, иншаллах, Аллах простит тебе грехи. То есть это будет причиной прощения и твоих грехов, и твоих грехов. Идем дальше. Тарку эрдису ва сухбату салихин. Оставление, то есть земли зла, злодеяний, то есть это земля, где совершаются злодеяния, ва сухбату салихин, и быть рядом с праведниками. Быть рядом с праведниками. Абу Саид, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна раджулян каталя тис'атан ва тис'айна нафсан». Воистину, человек, мужчина, убил в своей жизни 99 душ, 99 человек. Потом он начал каяться. То есть он понял, что совершил в жизни очень страшный грех, он очень сильно начал каяться, раскаиваться, да? И он начал искать пути покаяния, то есть чтобы покаяться. И вот он подошел советоваться со знающими людьми, и его отправили к одному монаху. То есть вот поговори с ним, и он тебя научит, как каяться, да? Он тебе даст совет.
Он пришел к нему и рассказал, что в жизни он совершил очень много грехов, и вот он в жизни убил 99 человек, и спросил, могу ли я, вот я такой грешник, который убил столько людей, могу ли я покаяться? Вот для меня есть покаяние? Аллах простит меня, если я покаюсь перед Ним? Тогда этот монах сказал, нет. Нет, для тебя нет покаяния. Все, ты убил вот столько человек, поэтому для тебя нет покаяния. И он убил его. Ну вот 100-й человек уже, да, 99, одного не хватало. И он убил его, и вот получилось, что он 100 человек убил. Потом он пошел дальше и начал искать, дальше спрашивать, с кем посоветоваться, кому. И вот его направили к аля раджулин алимин, то есть к ученому. Не просто вот монах, который занимается только поклонением, а к мудрому ученому отправили. И он подошел к нему и рассказал, что в жизни он совершил очень много грехов, он убил 100 человек. И вот может ли он покаяться? То есть есть ли для него покаяние? Есть ли для него покаяние? Тогда этот человек сказал да. Да, то есть для тебя есть покаяние. И он сказал, оставь эту землю и ступай на такую-то, такую-то землю. То есть он, получается, вот эта земля, где он жил, да, может быть, это тоже причина того, что он совершал злодеяние. Потому что твое окружение, оно обязательно что? Влияет на тебя. Может быть, рядом с ним были такие люди, это была такая компания, да, это были такие люди, рядом с которыми совершаешь грехи. И вот он сказал, оставь вот это все и ступай на такую-то, такую-то землю. То есть получается там, где нет таких злодеяний. فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ. Воистину там есть люди, которые поклоняются Аллаху. То есть они не убивают, как здесь, людей, да? Они поклоняются Аллаху. И فَعْبُدُ اللَّهَ مَعَهُمْ. И ты поклоняйся с ними Аллаху. Вот вместе с ними поклоняйся Аллаху. То есть ступай, оставь это. Ну, что касается 99, может быть, это была какая-то война, может быть, это были какие-то столкновения, да, когда люди убивали друг друга. Мы не знаем. В хадисе про это ничего не говорится. Наверное, в мирное время человек просто так не ходил, там убивал этого, там 83-й, 84-й, да. Может быть, он был какой-то воин, да. И вот он сказал, оставь эту землю, покинь эту землю и ступай на такую-то землю, где люди поклоняются одному Аллаху, и ты вместе с ними поклоняйся. «Валя тарджа иля ардика». И не возвращайся на свою землю. То есть не возвращайся обратно. То есть вот получается, что эта земля, на которой он жил, там было очень много злодеяний. Поэтому он сказал, не возвращайся, там оставайся и поклоняйся. «Фаиннаха арудун суу». Воистину, та земля, где ты живешь, это земля злодеяния. То есть там совершаются злые дела. И тогда этот человек направился как раз вот на эту сторону этой земли. И когда он дошел до середины пути, атахуль маут, Аллах забрал его душу. То есть он умер. Он не смог дойти до земли праведников. И тогда к нему спустились маляикатур рахма, ангелы милости, и ва маляикатуль азаб. И к нему спустились ангелы наказания. Мы знаем с хадиса, когда умирает праведный человек, да, ко всем приходит ангел смерти, который забирает душу, да, но эту душу ангел смерти не оставляет у себя. Приходят другие ангелы, которым он эту душу передает. То есть задача, получается, ангела смерти, он забирает душу и передает другим ангелам. Если, как в хадисе говорится, человек был праведным, к нему спускаются с небес ангелы, как солнце, светящиеся, светлые, белые ангелы, которые несут с собой кефен, саван, с райских садов. Именно для этого праведника. И когда ангел смерти забирает душу, он передает им, они заворачивают. То есть получается, когда человек умирает,
мы, люди, заворачиваем их тела, так ведь, если умирает сестра мусульманка, мусульманки заворачивают ее, омывают и заворачивают, если мусульманин, мусульмане, так ведь? То есть мы занимаемся телом. То же самое делают, получается, ангелы. Так ведь? Если был праведный человек, то его заворачивают вот в белый саван именно с райских садов, который пахнет благоуханиями. Так ведь? И вот эти светлые белые ангелы забирают его. А если человек был грешником, преступником, человек был неверующим, тогда его забирают ангелы с черными лицами. Вот это как раз в хадисе говорится, маляйкату рахма, к нему спустились ангелы милосердия, и к нему спустились ангелы наказания. И что? Они начали фахтасамат, они начали спорить друг с другом. Эти ангелы говорят, он праведник, дайте его душу нам. А эти ангелы говорят, нет, он грешник, он же совершил столько грехов, поэтому дайте его душу нам, его душу нам. Потому что эти говорят, что он же покаялся, он сделал таубе, и он всем сердцем стремился к этой земле. То есть быстрее дойти до этой земли и поклоняться Аллаху. Но ангелы наказания, они сказали, но он ничего не сделал. Он же он не смог даже поклониться Аллаху. Он ничего не сделал. Поэтому душа принадлежит нам. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي سُورَةِ آدَمِ. И Аллах Тааля, он, конечно, мудрый, мы знаем так ведь, он отправил к ним ангела, другого ангела в облике человека, в облике мудрого человека. فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ. И они избрали его как судьей. То есть они попросили его рассудить между ними. То есть с кем все-таки. И тогда этот ангел в облике человека, он сказал, вам нужно посмотреть расстояние между тем, что он прошел, и между тем, что осталось пройти. То есть вот тот человек, который дал ему совет, оставь эту землю, ступай туда и будь с ними. И вот измерьте два расстояния. Вот эту землю, которую он прошел расстояние, и то, что ему нужно было пройти. И которая земля будет расстояние больше, вот с тем он и пойдет. То есть если получается расстояние, которое он прошел, будет больше, получается у него расстояние к благой земле будет меньше. Так ведь? Чем больше он прошел, значит он ближе к праведникам. Так ведь? А если он меньше прошел, получается он дальше от праведников и ближе к земле злодеяний. И вот, если он будет ближе к земле праведникам, тогда вы, маляикату рахма, ангелы милосердия, тогда вы забираете его. А если земля будет дальше от земли праведников, тогда вы, маляикату гадаб, забирайте его. И вот тогда они начали замерять, факасу. И они нашли, в другом хадисе говорится, что та земля, которую он прошел, то расстояние, которое он прошел, да, это было меньше, чем то расстояние, которое он должен был пройти. Но Аллах Тааля пожелал, чтобы они нашли то расстояние, которое он прошел, больше, длиннее, чем то расстояние, которое он должен был пройти. И, получается, ангелы милости забрали его к себе. То есть, получается, Аллах Тааля за то, что он оставил ради Аллаха вот эту землю злодеяний и направился к земле праведникам, это было причиной того, что Аллах простил ему грехи и ввел его в райские сады. Этот хадис в сборнике имам Муслим, имам Ахмад и Ибн Маджа. Идем дальше. Биррул валидейн. Благочестие к родителям. Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха... нет, это мы с вами уже говорили, да, про Уайса. Этот хадис мы с вами прошли.
Тогда идем дальше. Силатуль архам. Укрепление родственных уз. Этот хадис про Уайса. Про Уайса мы с вами говорили, так ведь? Силатуль архам. Это тот же хадис. Поэтому, если помните, да, Уайс, за что Аллах Тааля принимал его дуа? За то, что он проявлял благочестие к своей матери. Поэтому как бы один и тот же хадис, тут получается две причины. На первую причину указывает тот момент, когда посланник Аллаха сказал: просите, чтобы он просил за вас прощения. И второе, почему Аллах Тааля принимал дуа Уайса? Потому что он проявлял благочестие к своей пожилой матери. Вот поэтому получается две причины. А так, как бы, один и тот же хадис. Силатуль архам. Родственные узы, укрепление родственных уз. Абу Аюб аль-Ансари, радийаллаху анху, передает, анна раджулян каля лин-наби, саллаллаху алейхи вассалям, что как-то раз мужчина сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: ахбирни би'амалин юдхилуни аль-джанна. То есть ты научи меня такому делу, которое ведет меня в райские сады. То есть научи меня такому делу, через которое я войду в рай. И на что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: та'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a. Поклоняйся одному Аллаху, ва ла тушрик бихи шай'a, и никого не предавай к нему сотоварищи. То есть мы знаем, что без таухида, без единобожия, да, сколько бы человек благих дел не совершал, если у него нет поклонения единому Аллаху, то Аллах ни одно дело не примет. Если наряду с Аллахом человек поклоняется каким-то другим, так скажем, божествам, да, то сколько бы он ни творил благих дел, на чаше весов в судный день он ничего не найдет. Потому что одно из первых условий, чтобы Аллах принял наши дуа, наши дела, наши благие дела, наши садака, наши намазы и другие дела, это единобожие. То есть, если нет единобожия, все. Поэтому посланник Аллаха первый сказал: поклоняйся одному Аллаху и не предавай никого ему сотоварищи. Ва туқимус саля, выстаивай намаз. Ва ту'ти зака, выплачивай закат, садака, обязательный вид садака. Ва тасилу рахм, и укрепляй родственные узы. Этот хадис в сборниках имама Бухари и Муслима. Вот это причина. То есть самое последнее окончание хадиса указывает на то, что укрепление родственных уз является причиной прощения грехов. Следующая причина: уммахатуль му'минин, радийаллаху анхунна, матеря верующих. То есть это супруги нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы знаем, что был такой случай, это было очень такое мощное испытание для сподвижников, да? Это было такое очень сильное испытание для супруги пророка, саллаллаху алейхи вассалям, для Аиша, радийаллаху анха. Это было испытание для нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда мать правоверных, Аиша, радийаллаху анха, обвинили в грехе. Так ведь? Обвинили в грехе. И вот Аллах Тааля суре Нур, 26 аяте, ниспослал такие слова: «Аль-хабифату лиль-хабифин». То есть мерзкие женщины для кого? Для мерзких мужчин. Если женщина испорченная, распутная, то она должна быть с кем? Вот с таким же мужчиной. То есть мерзкие женщины для мерзких мужчин. Валь хабифуна лиль хабифат. И мерзкие мужчины, они для мерзких женщин. Вот тайибату, а хорошие женщины, благие женщины, чистые женщины, лит тайибин, они для благих, для хороших мужчин. Вот тайибуна лит тайибат. И хорошие мужчины, они для хороших женщин. То есть, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если Аллах избрал для нашего пророка, для самого лучшего из всех творений, если он
избрал для него вот этих женщин, Хадиджа, Аиша, да, и остальных, значит, это самые лучшие женщины. Это самые лучшие женщины. Поэтому, когда вот эта фитна пошла, я не помню имя сподвижника, машаллах, пусть Аллах будет доволен им, этот сподвижник, мужчина, он услышал, что про Аиша говорят такое, да, и жена услышала, сподвижница. Он пришел домой и задал вопрос, посмотрел на свою жену любимую и задал вопрос: а ты бы так поступила? Вот что говорят про Аиша. Ты бы так поступила? Она такая: нет, конечно, нет. А вот Аиша лучше тебя. И она не может так поступить. Вот машаллах, вот акида, да, такая. Она говорит: лучше тебя, потому что, какая женщина может быть лучше? У кого жена может быть лучше, чем жена пророка? Поэтому он спросил у нее: а ты бы так поступила? Нет, говорит, конечно нет. А вот Аиша лучше тебя, поэтому она не может так поступить. Поэтому самые лучшие женщины, они для самых лучших мужчин. И самые лучшие мужья для самых лучших женщин. И лахум магфира, в окончании аята говорится, Аллах Та'аля говорит: лахум магфира, им прощение Аллаха, варискун карим. Варискун карим и блага Всевышнего Аллаха. Поэтому Аллах Та'аля прощает их за то, что они были праведными, и за то, что они были матерями верующих. Так, у нас все, наверное, да? Пока все, наверное, иншаллах. Еще один хадис и все. Ман са'аля аль-джанната салатан вастаджара минан нари салата. Потому что еще неделя впереди, да? И поэтому пока практикуйте этот хадис. Кто попросил у Аллаха 3 раза рая, и кто попросил у Аллаха защиты от ада 3 раза. 3 раза. Анас, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман са'аля Аллаха аль-джанната салата маррат», кто попросил у Аллаха рая 3 раза: «О Аллах, дай мне рай». Не 1 раз, а вот несколько раз. Вот когда ребенку что-то нужно, очень-очень, да, он может тебя достать. Не 3 раза, а 300 раз может попросить, пока ты да, вот это есть усердие. Иногда у детей надо учиться, да, а мы там: Аллах, дай мне рай, и все. Нет, ты проси у Аллаха еще раз, еще раз. Вообще посланник Аллаха, саллаллаху, это сунна пророка. Когда он обращался к Аллаху, просил что-то, он повторял это по 3 раза, по 3 раза. Даже когда насихат делал, по 3 раза, чтобы до всех дошло, да. И вот кто попросил у Аллаха рая 3 раза, қалатил джанна, тогда рай скажет, Аллахумма адхильху джанна, о Аллах, введи его в рай. Машаллах. Когда ты просишь у Аллаха 3 раза рая, уже рай начинает просить у Аллаха, чтобы он тебя ввел в рай. وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات, и кто 3 раза попросит у Аллаха защиты от огня, 3 раза, قَالَتِ النَّارِ, тогда огонь скажет, ад скажет: Аллахумма аджирху минан нар, о Аллах, спаси его от огня. То есть сам огонь начинает просить за тебя, чтобы Аллах защитил тебя от него. Этот хадис сахих, достоверный, передает имам Тирмизи, Ан-Насаи, Хаким и так далее, и так далее. Субханакаллахумма бихамдик. То есть получается шафаа, вот когда заступничество, может быть даже рай может быть заступником. Когда он заступается за тебя и просит, чтобы Аллах ввел тебя в райские сады. И даже джаханнам, получается, может быть заступником. Так ведь, исходя из этого хадиса. Субханакаллахумма бихамдик, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, джазакумуллаху хайр. Витр нуқырған мағыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.